Скажите мне, они хоть раз один документ, сука, вытащили? Какая у них информация, кроме сплетен? Скажите мне, пожалуйста. А вы знаете, как это карается? Клевета. Тем более они харасили, конкретно сидели, харасили ребенка, который и так прошел стресс. Неизвестно почему. Я знаю корни откуда. Потому что в Швеции сидит еще одна блядина. Акуль Сапар, который. Это вот он все руководил. И большинство из этих выблядков, это его выкормыши, чтобы вы понимали. Непосредственно его собаки, бульдоги его. Та еще более хитрая скотина, блин. Он прекрасно знает это. Да, да. Собака это прекрасно знает, что есть... И причем русскоязычная, можно сказать, собака путинская, вот такая вот приблизительно. Потому что это законсервированное, так сказать, существо, которое в свое время через комитет выехало в Швецию, блин, и получило легальный статус. И почему-то шведские власти до сих пор не захотели задаться вопросом, откуда нахер у него вообще, блин, копии допроса его, КГБшного допроса. Что, КГБ само ему в подарок выслало, что ли, блин? Ну, вы сейчас смеетесь, блин? Это только доступно, блин, как говорится, следователям более высшего уровня. Он что, по заявке выплюнул? Это вытащил эти записи, которые он сам же демонстрирует. То есть это прямое доказательство его сотрудничества с КГБ. Если он вышел с копией своего же допроса в закрытом кабинете, блин. И никого, блядь, это не заставило задуматься, блядь, откуда, блин, как? С каких пор благотворительной организации? А? И вот эта вся херня пошла от него в свое время. И про домогательство, и все. А поскольку, как говорится, один из, как сказать, членов этой эпопеи обладает немножко ментальной, как говорится, ментальными проблемами, мягко говоря, поэтому этими воспользовались собаки и скоты, блин, которые это раздули еще больше. А когда у человека ментальные проблемы, он может и говорить, и делать непредсказуемые вещи, все это знают. Но этим можно и пользоваться. Вот что до сих пор и происходит, но если у Ильсапара было целенаправленно, у этих долбоебов это просто так, понимаете, как у проституток сидят они вот у лавочки, и сидят, а вот, блядь, вышла Вера, подъездом, обсуждают, это вот две вот такие вот приблизительно старые, как пердуньи, понимаешь, сидят и, понимаешь, занимаются сплетнями. А когда ты, сидя в западной стране, начинаешь сплетни и клевету наводить за это, сука, отвечать надо по закону, блядь. И они это будут делать оба, блядь.